Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв. За и против». Как обычно, по понедельникам в этой студии мы обсуждаем важные для республики темы с гостями студии, с экспертами, лидерами мнений. Честно и с разных сторон. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Здравствуйте. С возникновением кризиса строительная отрасль столкнулась с целым рядом нарастающих проблем. Это и недоступность ипотечных кредитов, и рост цен на стройматериалы, и снижение покупательской способности населения. В Якутии принимают целый ряд оперативных мер для поддержки застройщиков. Сегодня мы об этих мерах поговорим, ну и обсудим, удастся ли сохранить жилищный рынок. Ну и, наверное, начнем с того, кто нам расскажет про меры поддержки. Вот, может быть, с Гульнары начнем. В целях поддержки строительного комплекса проектных организаций будут предоставляться займы строительным компаниям, проектным организациям за счет средств компенсационных фондов. То есть это льготные займы, да? Да, это льготные займы для застройщиков проектных бюро. О каких процентах идет речь? Значит, что такое займы? Мы уже как ассоциация СРО Союза строителей Якутии является самым крупным СРО на Дальнем Востоке, который возглавляет генеральный директор Габышев Айхал Иванович, может, знаете о нем, да? Мы уже в прошлом году начали выдавать займы. 7 строительных компаний займы у нас получили. Вот, значит, заключены у них контракты и есть график возврата этих займов. Они оформили контракты в банках под 0,1%. И, значит, согласно контракту они должны произвести возврат суммы, которую они взяли, на, значит, где-то не более 1 года. Поэтому возврат будет осуществляться, и далее мы будем принимать заявки для других строительных компаний. То есть это мера, которая, по сути, началась в прошлом году и будет продлена, да, поддержку строительным компаниям для того, чтобы они могли закупить строительные материалы, чтобы стройка не задерживалась, чтобы вся комплектация была выполнена в срок. Спасибо. Также на федеральном уровне, получается, утвержден механизм, по которому осуществляется списание неустоек тем заказчикам, которые были отторгованы по 44-му федеральному закону, то есть за ненадлежащее исполнение контрактов. Как вы понимаете, в нынешней ситуации часто от застройщика не зависят сроки, то есть он и готов построить, но в связи с тем, что изменились логистические схемы доставления строительных материалов, увеличена стоимость этих строительных материалов, они иногда в срок, получится, в этот период не смогут, не успеют по независимым от них обстоятельствам, в связи с чем федеральный центр позволил эти пени списать данным застройщикам. Также наделено право в 2022 году, получается, по выбору поставщика, единственного поставщика по определенным контрактам. То есть это то, что было закреплено на федеральном уровне. Правительством Республики Саха-Якутия утверждено корректировка бюджета в части увеличения на 789 миллионов возможности корректировки цен контрактов, которые были заключены на 2022 год. Это позволит, получается, увеличить при необходимости, так как стройматериалы, например, увеличены, да, увеличиваются, контракт застройщик выполнить не может. Это позволит, получается, заключить доп. Соглашение к уже заключенным контрактам по увеличению цены, ну, максимально до 30% цена может быть корректирована. И в настоящий момент уже 582 доп. Соглашения об увеличении цены по контрактам уже заключены. Это в основном социальные объекты, да? Да, это в основном социальные объекты, а также объекты, которые строятся по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Также в целях увеличения объемов строительства получается, осуществляется увеличение уставного капитала Республиканского ипотечного агентства на 2 с лишним миллиарда рублей. Это позволит более быстрыми темпами строить социальные объекты, переселять граждан из ветхого аварийного жилья, а также различные социальные программы на площадке Республиканского ипотечного агентства осуществлять. То есть льготная ипотека, возможно, будет уже на уровне Республиканского ипотечного агентства. Также ведется работа на уровне правительства по сокращению, уменьшению сроков согласования разрешительной документации, ускорение сроков прохождения государственной экспертизы, а также в случае корректировки
или замены определенного оборудования, определенных материалов при строительстве объектов, чтобы это было в ускоренном порядке, госэкспертиза будет это производить более ускоренно. Сжатые сроки, а также по публичным слушаниям, которые необходимы при строительстве объектов, также сроки будут сокращены. Вот эти вот какие-то меры поддержки почувствовали? Расскажите, Что вы да. строите вообще? На рынке республики мы работаем уже 6 лет. То есть было построено немало социальных объектов на всей территории нашей республики. Мы уже пользуемся этими актами. То есть это послабление по поводу, вот, как уже говорили по пеням, вопрос еще изменения существенных условий контракта по 46-му федеральному закону. То есть там появилась возможность предусмотрения аванса, то есть ранее такого вообще не было, возможность увеличения сроков строительства, тоже раньше такого не было. Это без последствий, ну, по пеням и по штрафам. То есть что говорить вообще о кризисе? Кризис – это вообще, ну, такое понятие, что не надо его бояться. Кризис – это время, когда надо работать, наверное, скорее всего, потому что это проблемы касаются не только строительной отрасли, но и вообще всего региона, всей нашей страны. Вот. И тут конкретно именно выявление проблематики, которая должна привести к диалогу власти со строителями в строительной отрасли. То есть понимание власти, каких проблем на сегодняшний день у нас есть. То есть самые основные проблемы – это у нас увеличение стоимости строительных материалов, ну и вот, наверное, по банковской сфере, то есть увеличение процентной ставки. И на сегодняшний день я думаю, что вот меры, которые принимаются, ну, они есть, но они не в достаточном количестве. То есть дальнейший разговор, то есть строителей, застройщиков с органами власти должны эту проблему решить. У нас здесь представитель как раз-таки строительной компании, которая занимается жилищным строительством. Расскажите, пользуетесь ли вы мерами поддержки и с какими проблемами столкнулись? Мы работаем уже с 2018 года на рынке. Построено более 100 домов. И вот с 2020 года конкретно столкнулись с проблемой по нехватке пиломатериалов. По каменному строительству еще есть материалы, а по пиломатериалам, конкретно бруса, доски, бывает вообще заканчивается. Ну, хотелось бы увидеть вот поддержку со стороны правительства, вот именно компаний, которые... Ну, а те меры поддержки, которые уже ввели, пользуетесь ли вы ими? Вот сейчас, на данном этапе? В данное время нет. Своих работ? Нет. То есть этим пользуетесь? Ну, то есть вы о них знаете? Или... Вы вообще знаете, да, о мерах поддержки? Нет, не знали. Просто не знали, да? Да. Угу. Ну, как вы думаете, будете ли пользоваться? То есть льготные Ну, вот кредиты? льготный кредит, да, вот интересен. Только вот настораживает, только вот почему 7 компаний только получили. Ну, если вот распространиться, то да, было бы интересно. Ага. Ну, я так понимаю, механизм это только был запущен, поэтому, возможно, еще Да, не все механизм- компании, Можно я которые... добавлю? Да, почему, да. Механизм только запущен был в 2020 году, только вышло постановление, поэтому мы работали по тому постановлению. И там было указано не более 50% от суммы, которая у нас находится в Комфонде. Мы не можем всю сумму раздать. В этом году постановления правительства пока еще нет, мы его ожидаем. Вот как оно появится, и дальше, значит, будем принимать заявки от наших строительных компаний. Ну, в отношении застройщиков более крупных, например, которые строят многоквартирные жилые дома, ну, могу сказать, что многие застройщики в настоящий момент ждут подписания распоряжения на федеральном уровне. То есть так мы понимаем, что еще не все меры, которые были необходимы, они были утверждены. То есть еще идет разработка и дополнение этих механизмов. А в частности, большинство застройщиков, которые строят по 214 федеральному закону, и их средства в настоящий момент накапливаются на эскроу-счетах. То есть, как вы знаете, эта мера поддержки была, чтобы исключить проблему обманутых дольщиков, что привело к открытию вот этих вот эскроу-счетов. А в настоящий момент многие застройщики изъявили желание и озвучили свое предложение, в частности, а также чтобы была досрочная в этот период распаковка вот этих эскроу-счетов. В частности, если застройщик уже, например, продал все квартиры на 100%, у него стройготовность хорошая, например, 70%, он уже построил, чтобы была возможность 70% вот этих эскроу-счетов открыть, осуществить достройку вот этого объекта за счет этих денег, а также
оставшиеся деньги, чтобы он мог пустить на приобретение земельных участков, на приобретение дополнительных стройматериалов, чтобы новые проекты были запущены более оперативно, чтобы мы не ждали ввода объектов в эксплуатацию. То есть, как мы считаем, это очень хороший был бы рычаг к увеличению даже строительства объектов по всей Российской Федерации. А также одной из мер поддержки, мы очень благодарны, что на Дальнем Востоке запущен такой продукт, как дальневосточная ипотека, да, как вы знаете. Но максимальная сумма, утвержденная 2 года назад, получается, она составляет 6 миллионов рублей. То есть в настоящий момент в связи с тем, что 2021 год, пандемия, увеличение стоимости материалов, изменение логистики, они взвинтили цены на стройматериалы, что привело к увеличению стоимости квадратного метра. И в настоящий момент молодые специалисты могут приобрести на максимальную сумму однокомнатную, либо небольшую двухкомнатную квартиру. Мы считаем, чтобы оставить данных молодых специалистов у нас в республике, на всем Дальнем Востоке, им необходимо приобретать 2-3-комнатные квартиры. В связи с чем строительный комплекс вышел с предложением об увеличении максимального возможного порога этого кредита, то есть до 8-10 миллионов рублей. В связи с тем, что стоимость квадратного метра у нас немного ниже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, но там этот порог установлен намного выше и больше, и дает больше возможностей гражданам приобрести и улучшить свои жилищные условия. Вот у нас как раз здесь есть финансовый эксперт. как раз по льготным ипотечным программам, вообще строительная отрасль, она самая мультипликативная. Что это значит? Она влияет и на другие отрасли, да, потому что когда есть стройка, есть и ремонты, есть приобретение новой мебели, там, бытовой техники и так далее. Она и на торговлю влияет. В периоды кризиса, да, правительство, как правило, всегда поддерживает стратегические отрасли. В первую очередь это вот как раз-таки строительная отрасль, пищевая, фармацевтическая, да, но чтобы нужно было выжить, и стройка является как раз-таки точкой опоры из кризиса, в развитии, так скажем. И мало тех мер, которые направлены на поддержку застройщиков. Надо, чтобы у этих застройщиков эти квартиры еще и купили. Также, да, сейчас ключевая ставка Банка России, вот недавно она росла до 20%, да, и ипотечные кредиты были до 24% и даже больше процентная ставка. Но здесь экономика такая, банк не может, к сожалению, выдавать кредиты себе в убыток, да, и поэтому, привлекая по 20%, он вынужден свою маржу закладывать. Соответственно, ставка становится 24%. И вот на прошлую пятницу Центральный банк, он снизил ключевую ставку, да, после повышения до 17%. И сейчас банки уже начали снижать свои процентные ставки, однако они по-прежнему остаются достаточно дорогими. Сейчас короткая пауза. Вернемся буквально через пару минут к обсуждению нашего вопроса. Помимо дальневосточной ипотеки, которые уже сказали, да, есть еще такие программы, как семейная ипотека. Сейчас сельскую ипотеку будут тоже возвращать, в рамках которой ИЖС тоже можно будет строить и покупать. Да. Есть также ипотека с господдержкой. Но если по дальневосточной ипотеке там ставка до 2% варьируется в разных банках по-разному, да, в зависимости от ценовой политики тарифной. В семейной ипотеке от 5 до 6% она тоже достаточно хорошая стала сейчас. По ипотеки с господдержкой с 11 до 12% ставка. Это уже более-менее нормальный инструмент. Да. В принципе, в обычной ситуации ипотеки стандартные были именно такими. Сейчас, конечно, стандартные ипотеки, они все равно выше 17%, примерно там 18, 19, 20%, чтобы банк был не в убытках. А ипотека с господдержкой, которая направлена на новостройки, да, для того, чтобы новые квартиры, которые возводятся, покупали, там сумма увеличена достаточно существенно, потому что она изначально, вот эта ипотека, была направлена на поддержку строительной отрасли в период пандемии. Там тоже, помним, да, был кризис. И когда пандемия немножко спадала, она же затянулась, она до сих пор идет, суммы кредитов были снижены до 3 миллионов. Но это, честно говоря, смешно, да, особенно для таких больших городов, как Москва, Санкт-Петербург. Это федеральная программа. Ну и даже в Якутске 3 миллионов тоже, если честно, недостаточно. Вот сейчас сказали, что 6 миллионов недостаточно. Вот. Сейчас ипотеку с господдержкой стандартная, которая не привязана к региону, там есть семья, нет семьи, да, она тоже максимальная сумма увеличена до 12 миллионов, получается, для Москвы, Санкт-Петербурга и там ряда других регионов. Для всех остальных до 6 миллионов тоже, в принципе,
достаточно нормальный инструмент, по крайней мере, на фоне того, что вот стандартные ставки там от 17 и выше сейчас по ипотечным кредитам. Вот. Ну, в целом хотелось бы сказать, что в прошлом году, да, достаточно большой объем был квадратных метров введен по Республике Саха-Якутия, да, может быть даже рекордный. И на допандемийные точно вышли показатели. Да. И особенность нашего субъекта заключается в том, что большая доля именно ИЖС, да, жилья индивидуального, ну, потому что районы там, да, очень много застраиваются вот именно такими частными жилыми домами. Вот. Порядка, до 90 тысяч заявок было принято, да, одобрено 30% из них, ну и, соответственно, из 30% одобренных, да, порядка 25 тысяч ипотек было выдано, ну, плюс-минус, да, в целом по региону. Но мы знаем, что 80-90% квартир покупаются как раз через ипотеку, соответственно, ипотечные госпрограммы, они очень важные, значимые. Ну, правительство, на мой взгляд, осознавая важность строительной отрасли, да, предпринимает, может быть, недостаточно, но достаточно много мер все-таки для того, чтобы ипотечный рынок, ипотечные сделки не останавливались. Сейчас, конечно, чуть меньше, все выжидают. Но вот эти вот ставки по дальневосточной ипотеке, они так и сохранились, Совершенно верно, да, так они и сохранились. Почему? Потому что в условиях госпрограмм предусмотрено, что при компенсации идет из федерального бюджета в размере, зависящем от ключевой ставки Банка России. Ключевая ставка растет, соответственно, клиент не страдает, но бюджет получает, совершенно верно, да. Именно поэтому ставки по кредитам, по программам с государственным субсидированием, они не меняются. И именно этим они ценны, важны, и ими можно пользоваться вне зависимости от того, какая ключевая ставка. Какая ключевая ставка, какая ситуация вообще на рынке. То есть если обычную ипотеку сейчас брать невыгодно, получается, то если вы попадаете под какую-то госпрограмму, то как бы самое время... Да, у нас, кстати, есть в студии представитель риэлторского рынка Анна Николаевна. Расскажите, снизилось ли число клиентов у вас, и как вы можете оценить сейчас покупательскую способность населения Якутии? И подробнее, может быть, о вот льготных этих программах. Да, может быть, о льготных программах. Вот такие вот меры государства, да, поддержки все-таки влияют и поспособствуют скорейшему установлению нормальных ставок и так далее. Так, так как мы работаем с конечным потребителем, да, то есть с клиентом, который все-таки это все покупает, да, и в интересах его работаем, то хотелось бы отметить, конечно, вот про дальневосточную ипотеку. Дальневосточная ипотека сейчас, вот как Афанасий Логинов отметил, до 2% в зависимости от банка, да, предлагается людям купить либо новостройку. Вообще это ДВИ, конечно, она в поддержку новостройки идет. И, соответственно, можно купить новостройку, либо еще можно построиться самостоятельно, либо через подрядные организации, вот как у Михаила предприятие, да? Так, более того, вот эта программа, многие, возможно, не знают, да, дальневосточная ипотека подразумевает одной ипотечной программой купить как земельный участок, так и построиться. То есть не обязательно иметь свой земельный участок, да, то есть на эти 6 миллионов можно купить, условно говоря, скажем, за 1,5 миллиона участок, да, и на остальные деньги уже построиться. Есть также возможность по дальневосточной ипотеке приобрести жилье в Улусе, чего тоже многие, по-моему, не знают даже. Там можно купить не только новостройку, но и от физлица тоже. Это тоже одна из мер господдержки, да, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке в селе. Так, можно приобрести, более того, даже у родителей. Так, конечно же, когда берет человек деньги на строительство под 2%, да, а ежемесячный платеж под 6%, получается около 30 тысяч рублей, когда как по обычной ставке, да, до кризисной, чтобы взять 6 миллионов, нужно было платить, например, около 60 тысяч рублей, да, а по нынешним ставкам, средняя 20, да, уже около 100, даже больше 100 тысяч рублей ежемесячного платежа, да, что уже практически недоступно большинству из жителей нашего региона, да, то дальневосточная ипотека с ежемесячным платежом в 30 тысяч рублей многие могут себе позволить, как в селе, так и в городе, как на новостройке, так и
на строительство собственного жилья. Так и на приобретение жилья на вторичном рынке. Только На это к вторичном районам рынке относится. это, да, в Улусах. Не И в Якутске. появились еще классные программы, как семейная ипотека. Точнее, семейная ипотека была, как уже отметил Афанасий, да, в связи с пандемией как бы появилась как поддержка, да, но сейчас она более чем актуальна. И учитывая то, что появилась возможность также строиться по этой программе, она как бы стала еще популярнее. Если дальневосточную ипотеку может получить любой житель, значит, с пропиской до 35 лет, То а по то семейной по ипотеке там какие? требуется ребенок от 18 года и младше. Мгм. Там ставка идет на строительство 6% и на новостройки от 4,7%. Ну, в Но зависимости там уже от год банка. рождения родителей не важен. Нет, не важен. Мгм. Так, и также по семейной ипотеке, кстати, могут воспользоваться люди, у которых есть ребенок-инвалид, независимо от года рождения. Мгм. Так, и есть также возможность воспользоваться господдержкой 2020, которая стала вот больше, да, как уже отметили, вот Гульнара сказала, 6 миллионов это уже для нашего региона, ну, сумма недостаточная для того, чтобы купить, да. Вот эта господдержка, она составляла 3 миллиона рублей. Сейчас она составляет 6 миллионов рублей. Там вообще нету никаких ограничений ни по возрасту, ни по семейному положению. Да? То есть человек до 75 лет может позволить себе как купить новостройку, да, под 12%, 11,7, 11,5 и даже 9,99 предлагают некоторые банки. Да? А также можно взять деньги наличными и построиться. Самое главное, чтобы Да. платежеспособность соответствовала требованиям банка-кредитора, да, и кредитная история, чтобы была хорошей. В То есть, принципе, если человек думает о том, чтобы взять ипотеку, ну, просто вот человек по нынешним ставкам, да, то ему выгоднее пойти попробовать получить ипотеку по господдержке. Да. Какая-нибудь программа Правильно обязательно подойдет, да? Да, обязательно. А как у вас заявки, ну, вообще обращений стало больше, меньше? Так, ну, в марте месяце у нас был, конечно, всплеск в том плане, что банки грозились закрыть вот эту программу, господи, ну, никто не знал, да. Будет ли И- продолжено это? Да, и, естественно, март был, конечно, Все крут. побежали, кто мог, Да, да? кто хотел и не хотел, кто раньше думал, что 9-10% это много, да, например, как бы ходили с одобренными заявками и не Не, ну и покупали бытовало и так мнение, что далее. риэлторы раздули цены. Было такое? Да, и до сих пор есть такое. Меня это, конечно, очень удивляет и оскорбляет, честно говоря. Да, но на самом деле не мы же формируем эти цены на новостройки и так далее. Да? Мы являемся как бы посредниками и помогаем как продавцам, так и покупателям выйти на сделку по их цене. госпрограммы, они имеют определенную цель, да. Например, дальневосточная ипотека – это поддержать застройщиков, семьи молодые, да, на территории Дальнего Востока. Семейная ипотека для того, чтобы решить демографическую проблему. Ипотека с господдержкой 2020, да, это только для поддержания строительства, строительной отрасли, а это первичный рынок. На вторичный рынок ипотека она не распространяется, как правило. Есть, конечно, некоторые исключения. Да? Например, вторичный рынок, если сам застройщик не успел продать, взял себе на баланс, да, юридическое лицо, и потом уже по договору купли и продажи продает вот эту недвижимость. купленную, Да. Но построенную физическое квартиру. лицо от физического лица, как правило, да, в рамках ипотеки с господдержкой купить не сможет. Поэтому есть стандартные ипотечные программы. Именно поэтому сейчас вторичный рынок, он немножко дешевле, чем первичный, потому что старое жилье, да, в рамках ипотеки с господдержкой нельзя купить. Еще отмечу, что в принципе ипотеки с господдержкой, они гибкие. Да? Если мы вспомним дальневосточную ипотеку, когда она в принципе была запущена, да, она достаточно узкий сегмент себе имела. Да? Сейчас многие ограничения, они снимаются, увеличиваются, да, как по сумме, например. Да? Первоначальный взнос, если вспомним, сначала был 20%. Но мы когда общались, общество и банкиры, и в целом общественность, да, мы же молодые семьи хотим поддержать, да, но у молодых семей откуда 20% первоначального взноса? Давайте снизим. И сделали снижение до 15%. Плюс по семейной ипотеке, да, вот если в этом году стало возможным, об этом, кстати, очень важно, что нужно донести, приобретать жилье с одним ребенком. Раньше, в прошлом году, например, второй и последующий был, либо ребенок-инвалид. С этого года изменили, то есть она стала еще больше доступной. В рамках семейной ипотеки возможно еще и рефинансирование. Если люди взяли, например, ранее по высокой ставке
на первичном рынке объект недвижимости, то, соответственно, в рамках семейной ипотеки с одним ребенком, раньше нужно было 2, можно уже произвести процедуру рефинансирования и снизить ставку, попав под субсидию. Естественно, там по сумме должны совпасть, да, так скажем, по требованиям соответствовать. Ну и вот ипотека с господдержкой, она тоже меняется, адаптируется в зависимости от экономической ситуации. Если вот мы говорим, что сейчас увеличилась сумма максимальная, да, по ипотеке с господдержкой, вместе с теми ставка немножко увеличилась. Она до того, как ключевая ставка была, выросла, она тоже была меньше по ставке. Ну а почему это сделали? Чтобы, опять же, не очень большая нагрузка была на бюджет, потому что она же не имеет ограничений по семейному положению, как сказали, да, и по географии. Соответственно, нагрузка на бюджет будет больше, потому что потенциальных потребителей данной госпрограммы тоже существенно больше становится. Соответственно, и нагрузка на бюджет становится больше. Поэтому сделали, как было раньше, стандартные программы. 11-12, в принципе, это нормальная ставка, раньше брали. Если у людей есть потребность сейчас покупать недвижимость, да, и они хотят именно готовое жилье, потому что, может быть, жить негде. В принципе, никто же ведь не запрещает по 20% взять ипотеку, а потом рефинансировать. Есть такая процедура, она всегда была у всех банков, да, ключевая ставка, она не всегда будет такой. Это такая вот гибкий показатель, да, по мере снижения можно будет также через процедуру рефинансирования снижать свою ставку до рыночных, до нормальных, приемлемых. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу и через пару минут вернемся в студию. Нехватка кадров на сегодняшний день тоже наиболее острый вопрос. Да, острый вопрос. Очень острый вопрос. Именно нехватка квалифицированных специалистов, нехватка трудовых специалистов, то есть просто там, грубо говоря, сварщиков, просто штукатуров, маляров. Потому что 2020 год нам всем показал, что без своих кадров, без своих кадров, нам очень сложно. То есть нету, грубо говоря, мы стройку начали, границы закрылись, все, некому работать стало. Вот. В связи с этим, то, что делает на сегодняшний день Союз строителей Якутии, то есть взращивает кадр, то есть проводит обучение, это на самом деле, наверное, правильное направление развития. И у нас ведется еще такая программа по подготовке и поддержке местных кадров по обучению. Значит, у нас есть такой, знаете, якутский строительно-коммунальный техникум, который обучает рабочим профессиям, это на штукатуров, маляров, сварщиков, сантехников и других. То есть после школы дети учатся, получают дипломы и идут устраиваться в строительные организации. Вообще строительной отрасли. Мы, безусловно, это поддерживаем и готовы в этом помочь, то есть предоставлять место для практики, то есть обучать тоже. А вы заявочки к нам отправляете? Заявочки мы вам отправляем. Да, Вот предлагаю продолжить тему наиболее острых проблем. Какие еще проблемы сейчас существуют в строительной отрасли? Получается, как вы все слышали, да, ипотека – это очень хорошо, но для этого нужно строить эти многоквартирные жилые дома. И одной из большой поддержки на федеральном уровне явилось то, что, как вы знаете, сейчас застройщики строят за счет проектного финансирования. То есть они берут кредиты у банков, на эти деньги строят эти квартиры, продают. Этими деньгами, которые физические лица берут ипотеку, они не пользуются до момента ввода. И поэтому при повышении этой ключевой ставки строительный комплекс стал в ожидании, а как же он будет строить. Поэтому на федеральном уровне был утвержден механизм, в частности, субсидирование данной процентной ставки тем банкам, которые предоставляют эти кредиты застройщикам. В настоящий момент все застройщики, все банки, которые осуществляют проектное финансирование, они озвучивают процентную ставку в районе 15%. Но эта ставка, она также гибкая. По мере того, как эскроу-счета будут наполняться, эта процентная ставка будет для застройщика уменьшаться. То есть если продажи будут идти хорошо, и опережать темпы строительства, то процентная ставка будет опускаться до 0,1%. То есть будет очень хорошо и выгодно застройщику продавать в период строительства.
на первоначальном этапе. Ну и здесь речь идет о тех объектах, которые имеют высокую степень готовности все-таки, да. У государства все-таки остаются механизмы для того, чтобы защищать интересы и права дольщиков. Ну и вместе с тем, если так уж получилось, что на очень высоком уровне готовности не получается дальше идти, да, ведь все застройщики, которые являются членами, строят многоквартирные жилые дома, они являются членами Союза строителей, который тоже может быть, скажем, резервом, да, свое плечо подставить застройщику, у которого сложности в этот кризисный момент случились, и достроить объект, чтобы дольщики получили все-таки свои квартиры. Поэтому, в принципе, думаю, в текущих условиях это действительно правильная мера, которая поддержит застройщиков. Мы сегодня очень много говорим о жилищном строительстве, но у нас все-таки год юбилейный в Якутии. Строится очень много социальных объектов. Расскажите, как идет реализация соцобъектов в условиях вот этих санкций? Успевают ли построить все, что планировали? Те планы, которые республика на себя взяла, они все выполняются. Как я уже ранее говорила, если цена стройматериалов не позволяет построить данный объект, уже заключены дополнительные соглашения к этим контрактам, и сумма проиндексирована в каких-то случаях до 30%. Но все то, что было заявлено нашей республикой, оно все будет выполнено. И все эти школы, социальные объекты, детские сады будут введены в эксплуатацию по каким-то параметрам, даже с опережением графика. А у вас застройщики вот из-за последних событий задержки возникали в строительстве, есть затруднения? Задержки, безусловно, возникали. В прошлом году у нас, допустим, частный пример, может быть, и касался, наверное, многих строителей. Нехватка, допустим, сырья для стройматериалов. В прошлом году у нас дефицит был по базальту, дефицит был по полистиролу и по пиломатериалам. Базальт же у нас есть, по-моему. Не буду врать, сахабазальт он есть, но он не справляется с должным... С объемами. Да. Вот. И на сегодняшний день он уже покинул территорию города Якутска, и он сейчас в Алдане, насколько я знаю. Вот. И именно по части производства материалов, которые мы завозим в Центральной России, некоторые материалы, то есть материал даже в Центральной России, сырье у них поставляется из-за рубежа, из Китая, сырье для полистирола. Вот эти вопросы мешают строителям именно вовремя сдавать сроки. То есть самый сезон, у нас короткий сезон строительства, материал нужно, грубо говоря, в 3 месяца это все успеть завести, учитывая сложную транспортно-логистическую схему республики. То есть это накладывается именно на реализацию проектов по строительству соцобъектов, жилищного строительства. Вот. И это одно из основных нехватка стройматериалов вместе с их удорожанием. Кстати, рост цен, да, вы заметили его, ощутили, как он вмешался вообще в строительный процесс? По росту цен могу сказать следующее. Рост цен у нас есть понятие допандемийное, во время пандемийное, до Нового года, после Нового года и после начала военной операции. То есть тут очень такой конъюнктура рынка, она меняется. То есть каждый день. То есть некоторые поставщики счета выставляют подрядчикам, и эти счета действуют буквально один день, на следующий день. Все боятся, потому что Центробанк тоже непредсказуемо может поменять свои ставки, у всех заводов тоже свои кредиты, свои обязательства, и просто тут такое время, когда все выжидают. То есть, и вот это время, если пройдет, я думаю, это все устаканится, мы вернемся обратно в старое русло. То есть, цен, наверное, прежних уже не будет. Тут надо выстроить вообще, наверное, экономику нашей, России вообще экономику так, что то есть цены поднимаются, то есть рост всего должен происходить, то есть заработная плата, допустим, стоимости квадратного метра. Вот. Если повышаться, то всему вместе. Расскажите, как на вас сказался этот кризис, какие проблемы вы заметили, как вы их решаете сейчас? Тоже столкнулись с нехваткой материалов, конкретно по пиломатериалам. Сейчас мы в прошлом году уже весь нынешний сезон материалов все закупили уже в прошлом году. Сейчас уже таких проблем по стройматериалам в данное время не ощущаем. На текущий сезон, получается. Да, на текущий сезон. Будет же следующий сезон. То есть какие прогнозы, как будете дальше работать, цены растут? В режиме ожидания тоже, да, сейчас ведем переговоры с Алекминском, чтобы там уже закупать уже больше пиломатериала уже
и осенью также завести. Ну, по той же схеме. Тоже в конец сезона завозим материалы и ну, на следующий сезон. А вы в основном индивидуальным жилищным строительством? Да, индивидуальное занимаетесь, да? жилищное строительство, деревянное строительство, каркасное и каменное строительство. Ну, в этой сфере вы замечаете только одну проблему, пока нехватка пиломатериала. Но вы надеетесь, Да, как это- решить да, эту это- проблему? ну, То это- есть Ну, это самая сделать заранее главная, заказ, видимо, наверное, да? самая главная проблема, да, сейчас? Ну, конкретно я вижу, надо вот поддержать производителей, кто занимается лесозаготовкой. А как поддержать? То есть каким образом? Финансово поддержать? Да, какие-то, Или же наверное, ставку по кредиты кредитам выдавать вот, под льготные проценты. И, наверное, ускорять ну, вот, оформление документации. Там Ну и вообще аукционы развивать свое ускорять там, производство, и так потому далее. что у да. нас, простите, столько леса сгорает каждый год, а пиломатериалов дефицит. По пиломатериалам у нас вообще вместе с, ну, с дефицитом еще ощущается ну, существенный прирост цены. То есть если я в прошлом году покупал пиломатериал за 27, когда в позапрошлом он стоил 14, то в этом году он стоит 32 тысячи закуп. Ну, это нынешняя цена за пиломатериал в городе Якутске. Ну, мое мнение, то, что вот рост цены за пиломатериал, оно еще обуславливается тем, что на сегодняшний день ну, Россия очень много нормативно-правовых актов приняла именно по регулированию ну, продажи вот этого пиломатериала леса. То есть там продавать пиломатериал стало как продавать алкоголь. Там акцизы, не акцизы. То есть есть эгоист, в который отчитывается каждый поставщик. На сегодняшний день еще каждый перевозчик должен иметь тоже какой-то сертификат, который он получает, и тоже предоставлять это все, отчетность давать. Вот эти все, наверное, какие-то нормативные... Административные барьеры налоговые. Барьеры необходимо да, убирать. они не то что убирать, их надо сделать проще. То есть, да, не 10 бумажек забрать, ну, одну бумажку, как-то это все. Мы живем там, IT-технологии сейчас развиваются, такую-то, ну, мое простое такое мнение, вот такое. Ценообразование на пиломатериалы. Да, по пиломатериалам там ситуация в большей степени действительно из-за Китая, да, потому что Китай, у них очень большой спрос идет на, и не только на пиломатериалы, там и на песок, и на все другие ресурсы, из которых делаются строительные материалы, да, они очень много строят. И, ну вот, подумайте, вот себя на место предпринимателя, если поставить, да, Китай покупает за $200, либо в Якутию отправить за $100. Конечно, он продаст в Китай, да, соответственно, чтобы в Якутию отправлять, приходится им выставлять такую же цену, как в Китае, соответственно, и в Якутии тоже она растет. Ну, это просто закон рынка, так скажем, нерегулируемого. Если его регулировать, конечно, тогда, ну, например, пошлинами, да, экспортными. Есть группа товаров, которые очень важные, например, лекарства, да, жизненно важные, там, продукты питания, такие как молоко, хлеб, например, да, и там топливо. Вот там действительно цены регулируются. Ну, еще там ряд электричества там, и так далее. Пиломатериалы не входят в эту группу, которая регулируется. И здесь закон рынка идет. А надо бы, видимо. Как-то так. Да, а каким образом можно решить эту проблему? Как снизить цены на пиломатериал? Как вы считаете? Ну, как вариант ограничения экспорта, но это, опять же, протекционистская мера, которая Ну не да, приветствуется это- среди либеральных экономистов, ну и вообще в экономике, да, в рыночной. И мы же позиционируем Китай как дружественную страну, как если мы им не будем поставлять, да, то там могут быть Они и заберут их. другие как бы меры, да, приняты тоже недружественного характера, поэтому с точки зрения стратегического важности вот торговли с Китайской Народной Республикой, по всей видимости, такие протекционистские меры не предпринимаются и приходится просто подстраиваться под те цены, которые вот сейчас идут там. И возможно, просто у нас было дешево, да, раньше, и сейчас цена стала нормальной. Я вот как бы Выравнивается. предполагаю, просто, да, действительно, может речь идет о выравнивании. Мне кажется, нам просто нужно вот местное Да, производство можно развивать местное увеличивать, производство, и да, тогда у давать них будет какие-то меньше субсидии транспортное плечо. производителям. Да, и как вот правильно И- отмечает ведущая, лес же горит, можно было бы его как-то правильно организовывать, все это, и пожарная безопасность, и вырубка как-то одновременно все это делать, мне кажется, можно Да, было бы близ так. города Якутска, да, ну скажем, у нас вот деловой лес, хороший лес в Усть-Майске, например, Алёкминске, ну, в Хангаласском районе, наверное. И ну, как-то надо этих предпринимателей, которые надо поддержать, И лесозаготовщиков. выстроить вот цепочку вот Да. эту вот.
Тут, наверное, одними предпринимателями сложно будет это сделать. Тут, наверное, нужно комплексно вообще правительством заходить, этот вопрос этот решать. Это комплекс проблем. И Нет, ну тех же нужно- предпринимателей объединять, да, как-то вот как... Создавать условия, Создавать да, благоприятные условия для того, чтобы благоприятные. снимать административные барьеры, контрольные какие-то процедуры, да, и делать действительно льготы, например, на модернизацию, обновление там оборудования, На оборудование. производственных процессов, да, действительно там даются льготные кредиты. Ну, может быть, расширить реестр получателей этих льготных кредитов, да, ну, там же по АКВЭДам смотрится все. Может быть, снизить требования к получателям, да, льготных кредитов. Может быть, увеличить суммы какие-то, да, может быть, увеличить сроки, снизить еще раз ставку для того, чтобы предприниматели могли действительно модернизировать производство, да, Налог и локализовать его здесь. Налог. Ну, налог, вопрос на самом деле такой вот с двумя сторонами, да. Если налог совсем убрать, то тогда не будет пополнения бюджета, тогда откуда вам поддержка будет поступать, да? Ведь налог — это же бюджетообразующая вещь. Именно вот соответственно. лесозаготовщикам. Нет, ну понятно, да, но здесь даже если смотреть мнение больших предпринимательских сообществ, например, Деловая Россия, Опора России, да, они считают, что налоговая нагрузка, она в России даже ниже, чем в других странах, если сравнить, да, но при этом есть масса неналоговых сборов, да, там социальные, страховые взносы, там пошлины и так далее, штрафы и так далее. Вот их действительно много, других лицензионных сборов, те же акцизы. Это не налоговые платежи, которых действительно много. А сама налоговая, допустим, тот же НДФЛ у нас один из самых низких, ну, если сравнивать с развитыми странами, да, НДС тоже, если сравнить, ну, объективно, да, в процентном отношении он, ну, не такой большой по сравнению с развитыми странами. Вот в России проблема — это мнение именно предпринимательских сообществ, что есть очень много неналоговых платежей, лицензионных. Ну, например, доступ к инфраструктуре, да, например, там, чтобы дом же это не только короб, да, с окнами, дверями, да, это еще и канализация, например, да, это еще и тепло, это электричество и так далее, и так далее, и так далее. И вот это тоже у нас немножко сложнее и процедурно, может быть, да, как-то, ну, здесь, наверное, застройщики лучше нам скажут, да, вот такие вещи, да, вот сделать. Например, тот же предприниматель, который производит стройматериал, ему же тоже нужно электричество, да, он же не просто так будет руками это кирпичики делать, да, ему нужен свет, тепло, там, вода и так далее, и так далее, и так далее. А вот эти вещи достаточно сложно делаются, и не только с точки зрения платежей, но и с точки зрения процедур. Ну, чтобы газ провести даже частнику, да, полгода нужно документы собирать, там, проверять и так далее. А если это производственный объект, например, тоже, ну, много вопросов, на самом деле, которые требуют государственного внимания, так скажем, в части упрощения. Ну и в завершении нашей программы, да, наверное, хочется услышать ваши прогнозы. Как вы считаете, как будет у нас развиваться строительный рынок? Удастся ли преодолеть этот кризис? И эффективны ли вообще эти меры поддержки, которые сейчас предлагает руководство нашей республики? Ну, мы считаем, что меры поддержки, они эффективны, а также те веяния, те пожелания, которые правительство собирается учесть в ближайшее время, они помогут строительному комплексу развиваться дальше. Так что не переживайте, мы будем строить, будем вводить дома, и город у нас будет процветать. Не только город, но и республика. Да. Нас вся республика смотрит. Ну и на этой приятной ноте предлагаю закончить наш разговор. Вы смотрели программу «Якутия Лайв». С вами были Сергей Михедов и Ирина Ефимова. До встречи в эфире. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.